Ирвин Умеров. Одиночество. Его звали Сабырлы, терпеливый. Мать его была породистой овчаркой. Шкура его отца, матерого волка, долгое время лежала на полу у кровати Сулеймана и не раз заставляла маленького Сабырлы ощетиниться и враждебно зарычать. Своим появлением на свет Сабырлы был обязан Дакджи, дальнему родственнику Чабана Сулеймана. Дакджи являлся своего рода достопримечательностью деревни. Молодым он побывал в Мекке и Турции, объездил Балканы, долгое время жил в Средней Азии, знал несколько языков. С годами в нем зуд бродяжничества стал затихать. Он вернулся в родные края, ушел на Чаир продолжать дело своих предков, от которого шло его прозвище Дакджи – лесничий. В деревне Дакджи появлялся редко. Спустившись с гор, он сразу направлялся в правление колхоза, требовать скорейшей уборки фундука или дикого ореха, груш или яблок в изобилии росших в горах. Затем получал мешочек своего любимого табака дюбек, закупал в сельмаге кофе, колотого сахару, маслин или оливок и опять исчезал надолго. Дакджи редко заходил в дом к односельчанам, разве что на похороны или свадьбу заглянет. Не любил он чинные сиденья за столом. С людьми общался в кофейне. Там-то как раз он и услышал новость. Чабан Сулейман специально в Мариуполь ездил, привез великолепную, чистейших кровей овчарку. За 10 овец выменял ее у грека Эмподокла, знаменитого собачника. На другой день, изменив свои привычки, Дакджи стоял во дворе родича и прищуренными мохнатыми глазами глядел на собаку, которая лежала, не обращая на него внимания. Дакджи долго молчал, попыхивая обгорелой ореховой трубкой, потом лениво проговорил: «Ничего, собачка», и добавил, словно не замечая обиженного взгляда Сулеймана: 10 барашков вроде стоит. Ноги крепкие, глаза не совсем глупые». Оскорбленный в лучших чувствах Сулейман криво усмехнулся: «Не блуждай у плетня, Дакджи ага. Постучись в калитку». Дакджи засунул трубку в карман штанов. «Я и стучусь. Ты не обижайся. Пса ты неплохого привез, но непригодного для чабанского дела. Тебе надобен зверь по силе, мудрец по уму». И, ткнув в сторону Сулеймана, отрубил: «И собака у тебя такая будет. Молодец, что суку привез». Сулейман только теперь понял, зачем пришел к нему Дакджи. Он шагнул к своему родичу, жарко схватил его за плечи. Дакджи медленным движением отстранился. «Вся наша скотина в твоих руках», — сказал он тихо. «Выходит, не ради тебя я это сделаю. Не стоит благодарить». Через месяц Дакджи отвел овчарку в самую глухую сторону лесистых гор. На короткой цепи привязал ее к рогатому колышку. Постелил овчину на соседней скале. С наветренной стороны положил трубку рядом с ружьем и, сладко почесавшись, уснул. В полночь он открыл глаза. Овчарка жалобно скулила. В тишине позвякивала цепь. По небу плыл узенький кусочек луны. Он слабо освещал землю, но охотничий глаз различал даже веточки малых кустов. Дакджи лег на живот, подтянул к себе ружье. Собака стонала. Явный признак — враг где-то поблизости. Не упустить бы миг. Дакджи прислушался. Кроме беспокойной возни овчарки, ни шороха. Он приложил ружье к плечу, отвел боек назад. Однако ждать пришлось еще долго, почти до утра, и Дакджи с досадой поглядывал на месяц, который уже растаял, как полоска сливочного масла на нагретой сковородке. Волк, наконец, решился.
Он быстро подчинил своей воле дрожавшую овчарку, чуть ли не за нос привязанную к колышку и потому не способную сопротивляться. Известно, что волки потом не оставляют в живых суку. Дакджи доводилось это видеть дважды в Средней Азии. Прицелившись, Дакджи ждал. Волк в любой момент мог перегрызть беспомощной собаке горло. Дакджи было хорошо известно время, когда следует спустить курок, и он этот миг не упустил. Глухой выстрел прокатился тугим эхом по горам. Волк издал лишь тихий удивленный стон, валясь на бок. С этой минуты началась жизнь Сабырлы. Сейчас Сабырлы много лет. У него не хватает одного уха и нет хвоста. Их он потерял, когда ему было 5 лет. Стояла глубокая, жестокая зима. В долгие темные ночи вокруг деревни скользили призрачные тени, тоскливо воя в черное хмурое небо. Той ночью Сабырлы, потягиваясь, встал и пошел в обход овчарни. Кругом царила тишина, и, казалось, ничто не способно ее нарушить. Однако, не пройдя и нескольких шагов, Сабырлы почуял запах, от которого шерсть на загривке встала дыбом. Он кинулся вперед. На заметенном снегом холмике навоза, выброшенного через отверстие в стене, он увидел метнувшуюся в овчарню серую тень. Открыв заглушку отверстия, чтобы проветрить помещение, Сулейман, видать, забыл ее закрыть, и волки не преминули воспользоваться таким ходом. Сабырлы кинулся за тенью. Волк, которого он настиг, не успел добраться до копошившихся в углу собратьев. С перекушенным горлом прополз немного и замер. Завязалась смертельная схватка. Сулейман выскочил на шум в одном белье. Отворив ворота, он напоролся на яростно вертящийся клубок. Его тотчас остервенело отбросили назад. Глухо ударившись головой о стенку, он упал. Овцы, в ужасе столпившиеся в углу, рванулись к выходу. Сулейман, поддерживая руками выпиравшие из разорванного бока кишки, поджимал ноги, чтобы овцы не растоптали. Сабырлы сшибал врагов грудью, вертелся юлой, лязгал клыками, защищался и нападал люто. Ему перекусили хвост, он слышал, как разорвалось ухо, развязка приближалась. Спасли пса 2 оглушительных выстрела. Это прибежала с ружьем жена пастуха, Пакизе. Волков разогнали не столько пули, сколько яркие вспышки пороха. Собрались соседи и стали шумно запрягать телегу, чтобы везти пастуха в район, но тот неожиданно отнял руку от бока и беспомощно откинул ее. Сабырлы тихонько скулил у ворот. Раны, полученные в драке, залечились, не доставив Сабырла особых мучений. Мучился пес от другого. Никому до него теперь не было дела. Исчез его любимый человек, Сулейман. Пса впервые коснулось чувства одиночества. Пакизе беспрерывно голосила, прижимая к себе сына Айдера. Потом она охрипла, объяснялась знаками. Больше сидела, уставившись в одну точку, раскачиваясь из стороны в сторону. Айдеру было 12 лет. Занять место отца он еще не мог, только помогал рвать табак, убирать фрукты, смотреть за скотиной и ходил в школу. Сабырлы отдали новому пастуху, человеку, страдавшему несварением желудка, желчному и жестокому. Тот с первого же дня люто возненавидел Сабырла. Ни за что, ни про что исполосовал его кнутом. Через день пастух опять замахнулся. Тогда пес молча пошел на него. Струсив, пастух отступил на шаг, потом еще на шаг и, не выдержав, побежал.
Сабырлы не стал его преследовать. Он просто повернулся и затрусил домой. Айдер горячо обнял его за шею. Сабырлы вновь почувствовал доброе тепло, которое некогда исходило от рук Сулеймана. Пес взвизгнул и, не имея хвоста, чтобы помахать на радостях, покрутил задом. Вечером явился пастух, воняя на всю округу ракией. «Отдавай пса, или я тебя раздавлю, как клопа!» — орал он издали, исходя злобой. «Пакизе, скажи своему сосунку, собаку мне отдал сам колхоз, и теперь она моя!» Сабырлы залег у крыльца. Шерсть его поднялась на загривке, глаза сверкали холодно и решительно. Айдер вышел во двор с ружьем. «Уходи», — сказал он дрожащим голосом, — «уходи. Пса я тебе не отдам. Ты его бил. Он убьет тебя. И у собаки может лопнуть терпение. Уходи лучше. Мне тебя жалко». Пастух уставился на дуло направленного на него ружья, икнул, подтянул штаны и сплюнул себе под ноги. «Очень нужна мне эта шмакодявка», — пробормотал он и потащился прочь, бормоча: «Уж больно гордые, чуть что так за ружье. Клоп клопом, а туда же». Прошло несколько лет. Овец начал пасти Айдер. И опять жизнь пошла как раньше. Сабырлы помогал выгонять отару на пастбище, не давал овцам разбредаться, заходить в лесную чащу, а по ночам охранял кошару. Не стало постаревшей, высохшей от горя и слез Пакизе. Она и руки сама сложила на груди, словно не хотела доставлять лишних хлопот обмывальщицам. Такую тихую и незаметную жизнь прожила. Опять во дворе голосили женщины. Сабырлы ушел на чаир, забрался в дебри, в те места, где был зачат, и всю ночь выл, повернувшись лицом к деревне и глядя на луну. Пустота одиночества все ширилась в его груди, все ширилась. После этого Сабырлы стал чаще чувствовать ломоту в костях. Отяжелел, незаметно подкрадывалась старость. При неожиданно возникавших свалках собак он теперь старался независимо протрусить мимо. Если бы понадобилось, конечно, дал бы достойную трепку любому самонадеянному драчуну, знай свое место. Сабырлы по-прежнему пользовался уважением окрестных собак. Ему поспешно уступали дорогу, провожали почтительным взглядом. С малолетства у Сабырлы была слабость, любопытство. Из-за этого с ним всю жизнь случались неприятности. Щенком он страшно заинтересовался светящимися комочками в костре. Сунул мордочку и завизжал в ужасе, обжегся. Как-то лежал в хлеву, где мирно жевала свою жвачку пятнистая корова. Проснувшись посреди ночи, Сабырлы вдруг обнаружил мокрого теленка, качающегося на длинных тонких ножках возле пеструшки. Тявкнув, Сабырлы подскочил к нему, словно желая поинтересоваться: «Ты откуда здесь взялся? И вообще, кто ты такой, что так по-свойски появился здесь?» Дальше любопытства его намерения не шли, но пеструшка поддела его рогами да так, что он с визгом пролетел добрый 10 шагов. Пожилой, умудренный опытом Сабырлы, не избавился от этой дурной привычки. Если удавалось выбраться, он подолгу бродил по деревне, обследовал все дворы и закоулки. Однажды даже подошел к кузне, возле которой подковывали лошадей, и стоял густой запах сжженной шерсти. Здесь ему не понравилось. Люди жгли что-то живое. Пришла война. Стало голодно. Дома погрузились во мрак. Айдер добровольцем ушел на фронт. Призвали многих мужчин. Потом угнали овец, коров и лошадей колхозных. Сабырлы остался без работы. Появились немцы.
Сабырлы, конечно, не знал, что это враги. Однажды, по старой привычке, он решился пройтись по деревне. К счастью, он пошел за дами, как всегда, и это его спасло. Раздался выстрел, он видел, и деловито бежавшая по улице рыжая сука ткнулась мордой в грязь. Сабырлы застыл, как бы ожидая, что собака встанет, но она так и осталась лежать, обрызганная собственной кровью. Мало того, к собаке подошли люди в коротких сапожках и бессовестно пинали ее, проверяя, не встанет ли она потом, когда они уйдут. Сабырлы понял, теперь, если он потеряет бдительность, ему грозит большая опасность, нежели раньше. Домой он вернулся ночью. Комнаты были пусты. На полу валялась битая посуда. Все перевернуто вверх дном. В соседнем доме, куда недавно вселился престарелый Дакджи, громко голосила его жена. Она знала, что теперь станется с женой и дочерью Айдера, семьей добровольца Красной Армии, которых увезли из дома накануне. Оказавшись в пустом доме, Сабырлы еще сильнее почувствовал одиночество. Долго бродил он из комнаты в комнату, принюхиваясь к знакомым запахам и тяжко, совсем по-человечески вздыхая. Вконец разбитый, лег у двери и уснул тяжелым, беспокойным сном. Ему приснилось, будто на дворе стоит весна. В дверь бьет яркий прямоугольник солнечного света и греет его. Дочка Айдера ходит рядом, переваливаясь на неустойчивых толстых ножках, потом опускается возле него на корточки и тащит за здоровое ухо. Сабырлы приятно, это пусть не совсем уважительное к его возрасту обращение. Он тихо и довольно урчит, закрывает глаза. «Сабыр!» — коротко окликает его Айдер и, как всегда по утрам, добавляет: «Пошли, пора». Сабырлы вскочил. Так явственно он услышал голос хозяина. В передней в самом деле раздавались голоса. Пес пошел на них. До того он был уверен, что все в жизни хорошо, все по-старому. По комнатам бегает на толстых своих неустойчивых ножках дочь хозяина, а сам Айдер приказал отправляться на пастбище. Получив пинок в голову, он пришел в себя. Напружинившись, бросился напролом промеж чьих-то пахнущих ваксой сапог. Вдогонку что-то грохнуло. Острым толчком куснуло в правую заднюю ногу. Пробежав немного, Сабырлы почувствовал, что нога отказывает. Что за люди пошли, хлебом не корми, лишь бы кому-нибудь боль доставить. Не смея остановиться, он с огромным усилием заковылял дальше на 3 ногах. Боль усиливалась. Сабырлы пролез в густой кустарник, оставляя на острых шипах клочья шерсти, облизал кровоточащую рану. Потом угрюмо, низко опустив тяжелую голову, трудно дыша, поплелся дальше. Он не знал, куда идти, где приткнуться, но хотел уйти как можно дальше от деревни, где стало нехорошо и происходят страшные, непонятные вещи. Дикие яблоки, орехи-фундук, хурма, груши, которые росли на Чаире во множестве и в свое время пользовались заботой Дакджи, не привлекали Сабырлы. Он с удовольствием обошелся бы без них. Однако в первые дни, когда нога опухла и он не мог двигаться, пес, превозмогая отвращение, довольствовался упавшими на землю гнилыми плодами. Еще он выбирал осторожно, одними губами, травы, которые, как бы подсказывал ему кто-то изнутри, сейчас крайне необходимы. По счастью, пуля не задела кости. Через неделю Сабырлы смог заковылять на охоту. После долгого терпеливого ожидания у норы он поймал жирную крысу. Привередничать не приходилось. Зайцы, барсуки, мыши стали его пищей. Лес — домом. Тянуло в деревню, к людям. Он страдал не столько от голода, который стал его постоянным спутником, и не столько от холода,
который не давал ему спать по ночам и заставлял бегать, увязая по грудь в рыхлом лесном снегу, сколько от одиночества. Каждую ночь ему снился Айдер, и он коротко приказывал обычное «Сабор, пошли, пора». А дочурка Айдера тянула его за ухо, и в дверь светило яркое солнце. Наученный опытом, пес вздыхал и чутко прислушивался к ночным звукам и шорохам леса. Зимой Сабырлы не выдержал. Всю ночь бродил в окрестностях деревни, а под утро прокрался в свой дом. Сарай сгорел. Двери и окна дома были заколочены. Побродив по двору почти пьяный от родных знакомых запахов, забыв об осторожности, к которой привык за полгода дикой жизни, он обогнул дом и через огород вошел во двор Дакджи, который давно уже не по своей прихоти покинул милый его сердцу Чаир. Старик тотчас узнал пса. Принес ему остатки какой-то еды, сухие корочки хлеба и заготовки для чарыков. 2 куска сравнительно свежей бычьей кожи. Сабырлы жадно съел бурду, изредка оглядываясь на старика. А Дакджи стоял, уставившись слезящимися глазами в одну точку. Что-то сердито бормотал, повторяя слова «Ахыр-заман, Ахыр-заман». Заготовки на чарыки Сабырлы унес с собой. Не спеша съел их ночью, когда над норой завывала метель. Кромешная тьма окутывала все вокруг. Потом ему опять снился квадрат яркого солнца, падающий из проема открытой двери, и опять дочурка Айдера на толстых неустойчивых ножках дергала его за здоровое ухо, и это было невыразимо приятно. Сабырлы стал изредка наведываться к Дакджи, и каждый раз непременно получал что-нибудь съестное. К весне старика не стало, а заходить в другие дома пес не осмеливался. Да кто бы его и накормил, когда люди сами пухли с голоду. А скоро случилось это. Опять подвело любопытство. На поляне, недавно освободившейся от снега, в прошлогодней жухлой обвалявшейся траве, сквозь которую уже пробивались зеленые росточки, он заметил круглый блестящий предмет. Железка. И любая другая собака равнодушно протрусила бы мимо. Сабырлы подошел, обнюхал ее, обошел вокруг, постоял и, наконец, легонько дотронулся лапой. И тут случилось ужасное. Раздался грохот, полыхнуло пламя, у Сабырлы чудовищным ударом вышибло сознание. Удивительно, что пес остался живым. И как он до сих пор не напоролся на одну из этих многочисленных мин, понатыканных немцами по всему Чаиру, против партизан, спускавшихся с гор. Сильно контуженный, Сабырлы быстро сдавал. Теперь он болел чаще. Если бы не голод и это тоскливое чувство одиночества, он лежал бы без конца, не вылезая из своего логова. Появляясь в деревне, он непременно шел к Дакджи, но тот не выходил его кормить. Побродив, пес возвращался в лес. В последнюю неделю Сабырлы не здоровилось. Все эти дни он пролежал голодный, не разбирая ни дня, ни ночи, ни яви, ни сна. В его сознании все смешалось. Картины прошлого и сегодняшнего, обрывки снов. Он уже ничему не удивлялся. Поднявшись через силу, Сабырлы затрусил в деревню. Приближаясь к околице, притаился. В кустах он заметил человека в зеленом. В руках тот держал короткую блестящую штуку, от которой исходил острый неприятный запах, напоминая о суке, убитой посреди деревенской улицы. Человек медленно прохаживался взад-вперед, то и дело настороженно поглядывая в сторону деревни, утопающей в синеватой утренней дымке.
Неслышной тенью Сабырлы скользнул в сторону, собираясь обойти незнакомца, но через десяток шагов ему опять пришлось замереть. Здесь тоже стоял человек в зеленом. Только он не прохаживался, как первый, а стоял мирно, прислоняясь к дереву, и тихо что-то напевал. Короткая убивающая штука висела у него на груди. Сабырлы осторожно отвалил назад. Он понял, что эти люди кого-то ждут или что-то охраняют. Он прокрался к Кизиловой чаще, к известной одному ему тропке, где человеку никак уж не пролезть. И правда, здесь ему удалось беспрепятственно проскочить через кордон солдат, опоясавший деревню. Сабырлы заметил какое-то оживление в деревне, в последние годы мрачный, молчаливый и враждебно выжидательный. Пса это не удивило. Он знал, что любое изменение в деревне могло означать для него лишь новую опасность, поэтому Сабырлы с большой предосторожностью прокрался к главной улице. Долго стоял, наблюдая, как женщины, дети и старики ковыляют с узлами и свертками к школе, и там, на площади, толпятся с жалкой кучкой. Дети плакали, взрослые переговаривались тихо и растерянно. Потом подошли зеленые машины с крытыми кузовами, лихо развернулись. Из них выпрыгнули люди в зеленом. Сабырлы недовольно прижался к земле. Люди на площади молча, как во сне, начали грузиться в машины. Только какая-то старуха запричитала, заголосила. Заплакал ребенок тонким, беспомощным голоском. Потом опять все стихло. Машины, подскакивая на ухабах, поспешно укатили. Пыль, которую они подняли, оседала медленно и вроде бы как недоуменно. Сабырлы тяжко, совсем по-человечески вздохнул. Медленно встал и задумчиво остановился. Он словно размышлял, куда пойти. Побродить вокруг опустевших домов, хлевов и курятников или уходить на Чаир, куда, правда, пробраться, видимо, гораздо опаснее, чем болтаться по деревне. Сабырлы все же потащился в свое логово. Он слишком плохо себя чувствовал, да и непонятные события в деревне наполняли его тревогой и страхом. На этот раз он околицу пересек на удивление легко, здесь уже никого не оказалось. Неужто все это ему приснилось или было голодным бредом? Через какое-то время Сабырлы снова спустился в деревню. Голод так мучительно сводил желудок, что пес временами чуть не терял сознание. На площади никого не было. Стояла жуткая тишина. Сабырлы обнюхал какие-то свертки, узлы, предметы, брошенные в канаву, но съестным они не пахли. Запущенными огородами Сабырлы поплелся в другой конец деревни, и тут ему улыбнулось счастье, поймал зазевавшуюся курицу. Отбежал с ней в Кизиловую чащу и, наступив лапами на дрожащие крылья, быстренько разделался с ней, только пух летел. А когда вернулся, облизываясь ко рву, куда ссыпался всякий мусор и где словил курицу, по улице прогрохотала телега. Высокий с бородой мужик стоял на облучке и хлестал кнутом худую лошаденку. Из телеги торчали ножки столов, стульев. На самом верху лежал детский трехколесный велосипед, два колеса которого сиротливо вращались. В двух пузатых мешках, втиснутых между этим скарбом, жалобно квахтали и трепыхались задыхающиеся в тесноте куры. Телега проехала. Сабырлы осторожно выскользнул, поглядел ей вслед и испуганно застыл. Неожиданно в громоздком высоком ящике, установленном на телеге сзади, он увидел себя. Улицу, качающиеся тополя вдоль улицы, платан, который стоял весь солнечный у колодца. Пораженный тем, что можно, оказывается, увидеть самого себя со стороны, Сабырлы, как привязанный, бежал за телегой. Было забавно ему вот так бежать и самому же глядеть, как он бежит за телегой. Впервые за последние несколько лет Сабырлы развеселился. Если бы умел, он, наверное, сейчас бы громко засмеялся. Вдруг улица,
Он сам и тополя, и платан скрылись, и на том месте, где недавно Сабырлы видел свою безухую морду, появилась другая, овечья. Это был ягненок, пушистый такой. Он мотал головой и ошалело вращал глазами, пытаясь сбросить с себя длинное белое платье, что висело в шкафу, надетое на распялочку. Ягненок заблеял, толкнулся вперед. Зеркальная дверца шкафа захлопнулась, и Сабырлы опять увидел себя. Телега скрипела, кренилась на бок. Деревня кончалась. Справа надвигалась колхозная конюшня. С приближением линии фронта к Крыму лошадей и всю колхозную скотину угнали. Остались только хромой Пегой и Чатыр, на одном глазу у которого незадолго до войны появилось бельмо. Пегова отдали мельнику, а Чатыра — одинокой старушке, в доме которой было 7 детишек-сирот, собранных из окрестных деревень. Но лошадью пользовалась вся деревня. Привезти дров, сена, съездить на базар. Пегова отобрали и съели отступающие румыны, а Чатыра, когда пришли свои, отвели обратно в колхозную конюшню и вспахали несколько гектаров земли. Так хотелось надеяться, что наконец восстановится сломанная войной жизнь. Сабырлы услышал громкую ругань, свист кнута. Телега стояла. Безопаснее было отойти в сторону. Полюбопытствовал, и ладно. Пес отбежал неслышно, пролез в щель чистокола. Кляча, запряженная в телегу, стояла на передних подломленных коленях, мелко дрожала и мотала головой. Бородач, соскочив с козел, с размаху стегал ее кнутом по голове, животу и крупу. На взмыленном боку лошади оставались темные глубокие бороздки. Из правого глаза текла кровавая слеза. Лошадка с хрипом дышала и мотала головой, словно хотела взмолиться: «Не бей же ты меня, человече! Говорю ведь, не могу! Ну хоть убей, не могу дальше!» У лошадки одна нога, согнутая в колене, была свернута в сторону, сломана. Бородач все хлестал лошадь с присвистом. Сабырлы стало страшно от его необузданной лютости. Отбросив кнут, Бородач подбежал к забору, выдернул кол. Вид его был страшен, и Сабырлы мог бы похвалить себя за предусмотрительность. Он стоял по другую сторону забора, и участь лошадки ему не грозила. Бородачу недолго пришлось дубасить клячу. При первых же ухающих ударах по спине она сделала последнее усилие подняться, жалобно заржала, будто это могло придать ей сил, потом опять упала на согнутые ноги. Удары один за другим, хряк, хряк, падали на голову клячи. Шумно захрапев, она зашаталась, медленно повалилась, затрещав постромками на бок. Хомут налез ей на уши и закрыл вытекающий глаз. Бородач вдруг отбросил кол и замер, к чему-то прислушиваясь, даже руку приложил к уху. Но Сабырлы раньше его услышал гулкое ржание, донесшееся из конюшни, и узнал голос Чатыра. Бородач, топоча сапогами, убежал. Осмелев, Сабырлы подошел к калитке. Мешки с курами шевелились едва заметно, а высокий ящик, что стоял в конце телеги, покачивался. Это запертый в нем ягненок пытался выбраться на волю. У клячи судорожно дергалась кожа на шее, остро пахло свежей кровью. Услышав стук конских копыт, Сабырлы вернулся за забор. Что-то удерживало его здесь, возможно, всегдашнее любопытство, а, быть может, надоело ему бегать от людей, пугаться любого шороха. Под Бородачом был Чатыр, тот самый Чатыр, на котором одно время ездил Айдер, хозяин пса. Бородач высвободил клячу, грубо схватил ее за ногу и оттащил в сторону. Чатыр с бельмом на глазу понуро стоял, ожидая, что будут делать с ним дальше. Покалеченная лошадка слабо дергала ногой,
пыталась поднять голову, которая, однако, тотчас снова падала. Бородач вернулся к Чатыру, подвел его на место клячи. Чатыр покорно подчинился. Бородач нагнулся за хомутом, и только тут Сабырлы понял, что на его глазах совершается еще одна несправедливость. Терпение его, Сабыр, лопнуло. Он стал медленно пятиться назад, не спуская глаз с Бородача. Тот надел на Чатыра хомут, полез за сбруей. Сабырлы успел взять расстояние для разбега. Забыв свою старость, все страхи, которые пережил за последние годы, вновь почувствовав себя стальной торпедой, сделал первые шаги, разбегаясь все сильнее, ступая мягко, упруго, по-волчьи, прыжок. Расчет пришелся точно. Он прилип к спине выпрямлявшегося бородача, как шуба, бросил его на земь, хряснул клыками. Полетели клочья одежды. Чатыр даже фыркнул от удивления. Бородач застонал. Это удвоило силы пса, пробудило в нем ярость, боль за все пережитые муки, словно в них был виноват один только этот бородатый человек. Но, видно, все же сказался возраст или помешала спешка. Сабырлы почувствовал, натиск его неудачен. А бородач был силен. Упав, он вжал голову в плечи, упорно пытался схватить крепкими руками за горло пса. Сабырлы прижимал его к земле и старался добраться до шеи, взвизгивая от бессилия. Борьба шла отчаянная. Из-под когтей Сабырлы летели рваные лоскутки одежды. Он прокусил и отбросил от себя что-то кровавое, но бородач сумел откинуться на спину, упираясь сапогами в брюхо своего врага. Сабырлы задыхался. Каблук больно вдавился в живот, но появились шансы победить. В таком положении удобнее взять врага за горло. Сабырлы собирал силы для последнего рывка. Тугие шейные мускулы перекатывались, как стальные волны. Руки бородача, мокрые от пота, медленно разжимались. Еще чуть-чуть. Вдруг кто-то коснулся спины Сабырлы. То ли Чатыр узнал его и решил проверить, не ошибся ли, то ли просто захотел выяснить, что тут вообще происходит, ткнулся холодным носом в спину пса. Сабырлы резко обернулся, готовый отразить нападение нового, неожиданного врага. Увидев глупую белоглазую морду Чатыра, растерялся. В этот миг у него ослабли мускулы, он почти отпустил врага, и исход боя был решен. Железные пальцы тугим кольцом зажали горло Сабырла. Он яростно уперся задними лапами о землю, дернулся. Они покатились к забору, и здесь Сабырлы увидел тьму, которая медленно застилала глаза. Это длилось всего минуту. Набрав в смятое горло воздух, Сабырлы открыл глаза. Бородач, шатаясь, нагнулся за колом, которым еще недавно колотил клячу, взял его, но обессиленный прислонился плечом к телеге. Свободной рукой он прижимал к прокушенной шее тряпку. Чатыр стоял, свесив голову. Он давно потерял интерес и к драке, и к псу, которого когда-то знал, и ко всему миру со всеми его заботами и сложностями. Его занимали безрадостные мысли о собственной старости. Сабырлы незаметно дышал, собирая силы. Сдаваться он не хотел и сквозь полуприкрытые веки наблюдал за врагом. Сплюнув кровавую слюну, тот крепче сжал кол, медленно повернулся и пошел на пса. Бородач не спешил. Был уверен, что сейчас поквитается с этой облезлой, дряхлой татарской псиной. Неожиданно Сабырлы перекувырнулся и неуверенно кинулся в калитку. Ругань, удар кола о забор, но пес ускользнул. Он долго отлеживался под густым бурьяном. В кошмарном сне он бесконечно убегал, и его преследовал бородач с дубиной.
Сабырлы был страшно разбит, болело горло. Тело, словно целая свора бешеных собак, искусало. После бредового сна есть хотелось острее, чем всегда, будто и не было утром курочки. Но хочешь жить — вставай, превозмогай себя, иди в деревню, иначе пропадешь. Выбравшись из укрытия, Сабырлы осторожно, словно тень, заскользил к ближайшему дому. Он долго рылся вокруг, принюхивался. Ни запаха чего-нибудь съедобного, ничего и никого. Он подполз к конюшне. Тишина. Глотая обильные слюни, часть которых помимо воли стекала с пасти, он подошел к курятнику. Пусто. В дом войти Сабырлы не решился. Мало ли какой подвох ждет там. Он уже был учен, дай бог каждому. Голодный Сабырлы поплелся за дами, не зная, куда сунуться. Темные строения пугали своей пустотой. Быстро наступала темнота. Все кругом словно вымерло. Да так оно и было, если не считать голодную скотину и всякую другую живность со вчерашнего вечера, запертую в хлевах и сараях, и до которых не дошли руки всяких бородачей. Пес никогда не понимал до конца людей, а теперь он и подавно не мог бы их понять. Как это можно — сняться всей деревней, сесть втихомолку в зеленые машины и уехать? Что это они умом тронулись? Верно, любили толпами ходить друг к другу в гости, на свадьбы, но чтобы так уехать, оставив всю деревню одну, пустой, такого не случалось. В последние годы люди мало радовали пса, но теперь, когда их здесь вовсе не стало, одиночество переросло в нестерпимое мучение. Пес, конечно, тоскуя, не мог знать, что люди поднялись и покинули свои дома, скот, могилы предков не по доброй воле, и что не только деревня, которую Сабырлы знал с щенячьих лет, пуста, но пусты и соседняя деревня, и третья, и пятая, и 10-я, 100-я, и так до самого моря, которое плещется с 3 сторон полуострова. Остались только некоторые бородачи, выползающие на свет в такие смутные времена, и еще горсточка людей, которым ни чужое добро, ни хула, ни честь не нужны. Их-то самих злые силы поднявшегося урагана по какой-то случайности пощадили, обошли стороной. И теперь они, наверное, тоже прислушиваются к жуткой тишине, которая распяла рот в немом крике: «Что же это такое? Почему всех подняли и увезли? Разве же такое возможно?» Этого не знали и те, кого посадили в зеленые машины и увезли неизвестно куда. Не знали и те, кто сажал их в те самые зеленые машины, стоял в оцеплении их деревень. Никто не знал. Прости их, Сабырлы. Сабырлы остановил запах. Щекочущий, дразнящий запах. Он принюхался, огляделся, узнал место, где недавно прикончил хохлатку. Быстренько проглотил оставленные в спешке жесткие лапки, перебрал перья, такие дразняще пахнущие. От пережевывания перьев его замутило, и Сабырлы закашлялся, отгоняя тошноту. Так, кашляя, чувствуя в теле огромную усталость и тоску одиночества в груди, побрел к тому месту, где его иногда кормили, к дому Дакджи. Побродив по пустому двору, он вдруг почуял запах горящего хлеба, и смертельная тоска погнала его в дом старушки Анифе. Сабырлы чуял, хлеб сгорает, и этот горький чад манил его к себе больше, нежели сам хлеб. Дверь дома была настежь открыта. Переборов робость, Сабырлы шагнул за порог. Шерсть его стояла на загривке дыбом, и он на всякий случай ощерился. Это всегда помогало отразить первый натиск или хотя бы на миг отпугнуть неприятеля. Жадно вдыхая запах сгорающего хлеба, Сабырлы сделал медленные, затяжные шаги.
Он слышал легкое угрожающее потрескивание, и если бы не этот ужасный запах горящего хлеба, он бы повернул обратно. Пропади все пропадом. Остановился у большой печи, от которой валил густой нестерпимый запах и такой же противный дым. Тихо скуля, Сабырлы понял, что печи ему не достать, и хлеба тоже. Отступив назад, прижался к створке двери и глядел. Из зева печи выкатывались яркие в темноте, знакомые псу уголечки, и исчезали в куче хвороста, которая угрожающе потрескивала. Дым толпился у закрытого окна, выползая за дверь. Медленно повернувшись, Сабырлы затрусил на улицу. Здесь появилась какая-то непонятная опасность. И не ошибся. Выйдя на улицу, увидел, как из щелей окон и открытой двери заклубился густой дым с мелкими, на лету исчезающими искрами. Темь над деревней все сгущалась. Пес сел на задние и оперся на передние лапы, стал терпеливо ждать. Потом неожиданно затосковал, поднял морду вверх к холодным, безучастным звездам, от мерцания которых одиночество лишь усиливается, и завыл тонким, скорбным голоском. Он был хриплым и слабым, и Сабырлы скоро устал выть. В доме тетушки Анифе произошли изменения. Вместо искр теперь с дымом выскакивал язычок пламени, точно вздыбившийся при ветре кусок кумача. Он воровато облизывал карниз крыши и затухал. Запах горящего хлеба исчез. Сабырлы стоял, покачиваясь. От него отбегала длинная тень. Сабырлы как-то весь подобрался. Сколько же он находился в забытии? Ведь за это время его запросто могли оглушить, проткнуть вилами, пристрелить. Длинные языки пламени выбегали из двери, тянулись вверх, к крыше. Там соединялись с другими, такими же, рвущимися из окон, и потом пылали одним могучим, жарко дышащим факелом. Пес приблизился к горящему дому. Он сроду не видал такого большого огня. Давно его старые кости так не согревались. Он смотрел, застыв, зачарованный, на этот первобытный, мощно гудящий, пышущий жаром костер. Даже голод перестал сводить желудок. И одиночество куда-то отошло, ведь если рядом с живым существом костер, это уже не одиночество. Сабырлы подошел к костру еще ближе. Его охватило какое-то странное чувство. В нем появилась бодрость и сила, даже резвость. У него было такое чувство, как и утром, когда увидел себя в зеркале высокого ящика, украденного бардачом в одном из многих опустевших домов селения. Когда рухнула крыша и его обдало горячим порывом воздуха, Сабырлы ничуть не испугался. До него долетели и головешки. Просто из благоразумия пес отошел в сторонку, ведь старость — мудрость. Сабырлы оживленно оглянулся, как обычно делают зрители уличных происшествий. А все ли видели, что мне довелось? Да и впечатлениями поделиться не втерпешь. Взгляд пса остановился на каком-то неподвижном предмете. Скользнул дальше, как мимо давно знакомые и бесполезные вещи. Но через секунду он вернулся обратно. В метрах 20 напротив стоял неподвижный человек. Человек, значит, подальше от него. Сабырлы притаился под забором, в тени платана, и из этого укрытия глядел на своего, быть может, противника. Он не собирался так просто отойти от тепла, исходившего из горящего дома. Внешне человек был вполне нормальным. В сапогах, шинели, с костылем, на который слегка опирался. Только человек этот стоял как каменный, чем и вызвал недоверие собаки. Он немигающими глазами смотрел на огонь. Красные огненные блики играли на лице каменного человека и делали его похожим на живого. А с каменными людьми пес был знаком. Тот каменный человек, что возвышался перед школой, был в такой же шинели, только без костыля,
и руку держал за пазухой. Его привезли в деревню по частям. Сначала голову на телеге, потом в машине ноги, а в самом конце туловище. И пока все это добро лежало во дворе школы, Сабырлы подошел обнюхать эти штучки, и, понятное дело, где собака нюхает, там и... За этим занятием Сабырлы застал его хозяин, Айдер, и как сумасшедший шмякнул булыжником по брюху. Пришлось спешно опустить ногу и бежать, опасаясь худшего. Хозяин не бил его никогда, ни за какие проступки. Сейчас, значит, он совершил что-то очень плохое, непростительное. С тех пор, особенно после того, как каменный человек вырос выше школы, самого высокого дома в деревне, и стал зорко смотреть на людей, занятых своими делами, Сабырлы опасливо обходил его. Не мешает, значит, и сейчас поостеречься. На лице незнакомца по-прежнему плясали огненные блики. Он не шевелился и, кажется, не дышал. Точно, каменный. Однако Сабырлы ошибался. Просто в темноте не заметил, что по щекам человека катятся слезы, как у той самой лошадки, которой бородач выбил глаз. Человек этот был не каменный. Каменные люди не умеют плакать. Да, стар стал пес, коли не заметил, что человек плачет. И ничего удивительного в том нет. Голод снова змеей расползся по телу. Пес почувствовал и холод, но подходить к уже спадающему костру он знал, было рискованно. Сабырлы стоял, посматривая то на человека, то на быстро убывающий огонь. Человек за все это время не шелохнулся. Псу все надоело. Он громко вздохнул. И тут человек деревянно качнулся, взял свой мешок, в котором что-то металлически звякнуло, оперся на палку и, волоча одну ногу, пошел к ближайшему дому. Оттуда доносилось голодное мычание. Сабырлы последовал за ним. Человек сам по себе теперь не интересовал пса, но он тонким еще своим нюхом уловил, что из тощего мешка тянется невидимый, сводящий желудок запах хлеба. Человек прошел в хлев. Сабырлы остановился, не доходя до двери, прижимаясь к стене. Человек тотчас вышел, оставил мешок у порога и заковылял к стогу сена, сложенному под навесом. Сабырлы подошел, обнюхал мешок, осторожно потянул материю зубами. Крепка. Услышав шаги, отбежал. Человек прохромал в хлев, прижимая свободной рукой охапку сена. Сабырлы подполз к мешку, но, едва достигнув его, отпрыгнул назад. Человек возвращался, но не имется же ему. Пес отбежал на улицу, видя, что человек нагнулся, как бы не за камнем. Человек пошел на Сабырлы, волоча за собой мешок. По виду он ничего не замышлял недоброго. Скорее всего, пса даже не заметил. Сабырлы пошел за ним. За этим странным человеком, который таскает хлеб в мешке и не ест его. Человек вошел в хлев следующего дома, потом в третий. Там он сено не стал таскать, просто вошел и вышел. А выйдя из четвертого, обошел двор, даже в дом заглянул и, недовольно ворча, захромал к первому дому. Мешка своего с собой не взял. Сабырлы не заметил, где тот его оставил. Заходить в дом или в хлев пес боялся. А вдруг это ловушка? Пытка стала невыносимой. Пес тихо заскулил. Ему хотелось завыть, так страшно, как никогда, глядя на холодное небо, темную безлюдную улицу, пустые дома. Увидев человека, который опять появился на улице с охапкой сена и громко стуча костылем, Сабырлы отбежал в сторону. Прежде чем войти во двор, человек постоял, прислушиваясь и пристально вглядываясь в темноту, где стоял, сгорбившись Сабырлы. Человек издал зазывающий звук, позвал «Кель! Кель!». Сабырлы не шелохнулся. Человек ушел. Пес, ожидающий, присел.
Скоро заскрипели шаги, и прежде чем увидеть человека, Сабырлы уловил острый запах хлеба. «На, не бойся!» — крикнул человек. Сабырлы тихо взвизгнул. Скорее даже не взвизгнул, а простонал, услышав эти добрые, такие понятные, родные слова. Что-то полетело в него. Сабырлы по привычке увернулся, и когда предмет упал, кинулся к нему, уже уверенный, что это не камень, а хлеб. Хлеб был мягкий, от него пахло махоркой, и корка его хрустела под зубами. Сабырлы в 3 приема, не выпуская изо рта, проглотил кусок. У него кружилась голова. «Ну, поди сюда, поди! Кельту вганом!» — тихо позвал человек. И Сабырлы, который с некоторых пор даже хлеб, кинутый ему, принимал за камень, пошел на голос. «Иди, не бойся», — сказал человек и присел. Позабыв обо всех горестях, страхах, влекомый тоскливым зовущим голосом, не в благодарность за кусок хлеба, который ему подкинули, а уловив в этом человеке, в его голосе то же самое, что мучило и его самого, Сабырлы пошел на зов. И человек тот, возможно, хотел уйти от одиночества, тоски и гнетущей тишины в эту ночь под этим сразу ставшим чужим небом. Добрая человеческая ладонь заставила Сабырлы опустить голову и закрыть глаза. Но промеж закрытых век, как недавно у этого же человека, у пса выкатывались одна за другой слезы. «Оголодал, старик. Что же это ты?» — бормотал человек. И Сабырлы вздыхал. Если бы он мог объяснить, что же это с ним, если бы он мог заговорить. Человек встал, тихо свистнул, призывая пса следовать за собой. Они вошли во двор. Достав из мешка весь хлеб, полбуханки, человек положил перед ним, разделив на несколько кусков. Пес съел хлеб не спеша, с остановками. Он почувствовал себя сытым, согрелся. Ох, старость, старость! Кусок хлеба, одно доброе слово. Потом они долго таскали сено, точнее, человек таскал, а Сабырлы то шел рядом, то, как собачонка, забегал вперед, останавливался и, повернувшись, нетерпеливо ждал своего спутника. Он вновь стал молодым и сильным, и, придись опять кинуться на бородача, кинулся бы, без колебаний. И теперь-то уж клыки его сработали бы точно. Они обошли все дворы, задали корм всей скотине, что сохранилось в деревне в трудные военные годы. Потом пошли к школе. Человек, кряхтя, поднял тяжелую штуку с колесиком, валявшуюся в канаве, возле которой на заре толпилась вся деревня. Они отнесли штуку в ближайший дом. Затем унесли громоздкую, но, по-видимому, легкую вещь. «Побросали все посреди улицы», — ворчал человек. «Словно жизнь кончилась. Тут тебе и машинка швейная, и корыто, все вон. Будто ни одеваться отныне не будут, ни рожать». Сабырлы легко бежал рядом, как бы выражая согласие со словами человека. Черное небо посветлело. Звезды стали исчезать. Наступало прохладное, немое утро. Решительно переставляя костыль, а затем здоровую ногу, человек уходил из деревни. Но раненая нога волочилась, оставляя на дороге еле заметный спотыкающийся след. Казалось, это и не след человека, а какие-то таинственные письмена. Сабырлы сосредоточенно, тихо шел рядом, низко опустив к земле тяжелую голову. Они взобрались на холм, впечатавшись в светлеющее небо. Человек постоял на холме, поглядел долгим взглядом назад. Деревни уже не было видно. Вздохнув, он сел прямо на пыль, потрепал пса по шее, вытряхнул из мешка перекатывавшиеся в нем 2 банки тушенки. Вскрыв их ножом, достал носовой платок, выложил содержимое консервов и пододвинул старому псу. Тот постоял, понюхал и отошел в сторонку.
«Ешь», — сказал человек. «Чего это ты?» Собака не стронулась с места. Человеку было трудно встать. Он оперся одной рукой о землю. Ладонь его утонула в мягкой пыли чернозема, сжалась в кулак, и, простонав, человек поднялся. Он посмотрел на горсть пыли, оказавшуюся в руке, поспешно засунул ее в карман. Потом, словно задумав нечто постыдное, оглянулся. Пес не глядел на него. Человек стал жадно хватать и набивать карман белесой, мягкой, струйками убегающей меж пальцев пылью. Потом опустил голову и пошел прочь. Пес постоял, лизнул тушенку, постоял минутку и затрусил за человеком. Тот шагал широко, ссутулив плечи, и не оглядывался. Соборлы почему-то не решался догнать его, шел шагов на 20 сзади. Так они шли долго, долго. Расстояние между ними все увеличивалось, росло. Наконец Соборлы отстал совсем. Он поглядел вслед человеку, пока тот не исчез за очередным холмом, свернул с дороги и, пройдя немного, залег в меже, густо заросшей травой. Не мигая, смотрел некоторое время на совсем посветлевшее небо, положил голову на лапы и вытянулся. На открытый глаз Соборлы села муха, но он уже не мог ее прогнать. Для крымских татар кончились первые сутки изгнания с родины, и начались вторые.